Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Второй год подряд Сухум становится центром притяжения медиков разных профилей и регионов на Черноморском побережье. В столице начал работу медицинский форум. Министры здравоохранения Абхазии и России Эдуард Бутба и Михаил Мурашко посетили республиканскую больницу в Сухуме. В Музее боевой славы состоялся брейн-ринг между студентами Московского государственного института культуры и Абхазского государственного университета. Второй год подряд Сухум становится центром притяжения медиков разных профилей и регионов на Черноморском побережье. В столице начал работу второй Абхазский медицинский форум. Организатором мероприятия являются Министерство здравоохранения Абхазии и Российское медицинское сообщество. Участников форума приветствовал президент Аслан Бжани. В работе форума также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, первая леди Абхазии Айлита Ахиба. Лаура Капш расскажет подробности. Второй Абхазский медицинский форум объединил абхазских и российских специалистов, академиков, докторов и кандидатов медицинских наук. Почетными гостями форума стали министры здравоохранения России, Южной Осетии и Приднестровья Михаил Мурашко, Томас Джигкаев, Кристина Албул. Приветствуя гостей и участников форума, Аслан Бжани отметил важность данного форума для развития медицины. Глава государства также подчеркнул, что Абхазский медицинский форум становится доброй традицией, которая была заложена в прошлом году. Форум призван объединить представителей органов управления здравоохранения, врачей, специалистов и экспертов для поиска совместных решений и разработки стратегий, направленных на улучшение системы здравоохранения и обеспечение качественной медицинской помощи нашим гражданам. Политика государства направлена на развитие всестороннего сотрудничества с нашим основным стратегическим партнером Российской Федерации. Ярким свидетельством тому является сегодняшняя встреча, охватывающая большинство актуальных аспектов медицины. Сотрудничество между Абхазией и Россией в сфере здравоохранения – одно из ключевых направлений данного мероприятия, позволит нашим странам обмениваться опытом, передовыми технологиями и лучшими практиками в области медицины. Вот уже второй год подряд столица Абхазии становится центром притяжения медиков разных профилей и регионов на Черноморском побережье, отметил министр здравоохранения нашей страны Эдуард Бутба, выступая на форуме. Отрадно, что уровень нашего Абхазского медицинского форума растет. Форум 2024 – это своего рода прорыв. Впервые нам удалось собрать на одной площадке министров здравоохранения сразу 4 государств. Вдвойне приятно, что они представители дружественных нам Российской Федерации, Республики Южная Осетия, Приднестровско-Молдавской Республики, за что хочу выразить вам, уважаемые коллеги, отдельную благодарность. Обмен опытом между абхазскими, российскими, юго-осетинскими и приднестровскими специалистами различных медицинских профилей, работа в дискуссионном и в семинарском формате, предусмотренной программой Абхазского медицинского форума, безусловно, послужат развитию и укреплению международных связей, обеспечат выход на принципиально новый уровень сотрудничества наших стран в области медицины. Помимо медицинской науки, в рамках форума будут охвачены вопросы системы здравоохранения, организации медицинской деятельности, развития бальнеологического туризма в нашей республике. Второй Абхазский медицинский форум уже стал плацдармом для практического взаимодействия, отметил Эдуард Бутба. Как и в прошлом году, в нынешнем у нас проходит прием пациентов на базе республиканской больницы и республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Десятки наших граждан имеют возможность получить профессиональную помощь и консультации ведущих российских врачей, участников Абхазского медицинского форума. Наши абхазские коллеги также сегодня принимают участие в форуме, делятся своими знаниями и профессиональными навыками. Безусловно, это хорошая площадка для обмена опытом с ведущими специалистами из Российской Федерации. Мы, организаторы Абхазского медицинского форума, поистине горды тем, что наша республика Абсны планомерно становится конкурентной научной практической площадкой.
В период пандемии вы доверили нам оказать медицинскую помощь гражданам Абхазии. Мы направили к вам своих специалистов и совместно спасли жизни многих людей, отметил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, обращаясь к главе государства. Безусловно, когда отступает пандемия, на повестку возвращаются те серьезные и большие задачи, которые стоят перед отраслью здравоохранения, как по борьбе с неинфекционными заболеваниями, формированием здорового образа жизни, так и готовностью к новым возможным инфекционным вызовам, которые, тем не менее, продолжают оставаться для системы здравоохранения актуальными. Взаимодействуя непосредственно со своими коллегами, с Эдуардом Валерьяновичем, мы прекрасно понимаем, что период летний всегда для Абхазии и для нас является таким периодом испытаний, и мы должны, взаимодействуя, оказывать помощь отдыхающим, местным жителям, всегда приходить на помощь. Поэтому я думаю, что сегодняшняя наша встреча, и у меня будет возможность сегодня обсудить это со своими коллегами в двухстороннем формате, нам выработать необходимо принципиальные стратегические подходы по развитию здравоохранения. Я очень признателен президенту, поскольку он, понимая всю важность здравоохранения для людей, вчера провел с нами в обсуждениях практически весь день, и мы действительно видим, что правительство и руководство страны полностью заинтересованы. Ведь люди выбирают место жительства, когда понимают, в том числе, что и медицинская помощь должна быть доступна. Поэтому надеюсь, что мы наши договоренности начнем реализовывать именно в формате развития стратегического направления, стратегических развитий, для того, чтобы качество медицинской помощи и доступность росло. Участие в форуме дает новые возможности для взаимодействия и обмена опытом между специалистами, где, обсуждая актуальные проблемы, участники форума смогут выработать совместные решения, направленные на организацию мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи. Этот форум затрагивает многие актуальные вопросы здравоохранения наших стран на современном этапе развития. Очень важно, что основное внимание на конференции уделяется сотрудничеству наших органов здравоохранения с Минздравом России. Проведение таких форумов способствует улучшению качества здравоохранения наших стран. Надеюсь, что полученные результаты будут полезны всем участникам и действительно найдут свое применение в практической деятельности. Сегодня на этой площадке собрались специалисты отрасли из различных стран, ученые, эксперты, практикующие врачи. На этой уникальной площадке у нас есть возможность сегодня поделиться новыми знаниями, практическими навыками, найти пути решения наиболее актуальных вопросов в системе здравоохранения и наладить международное сотрудничество на благо наших граждан. Я хочу пожелать всем участникам медицинского форума интересной и продуктивной работы, успехов в профессиональной деятельности, ну и, конечно, здоровья. В рамках форума был подписан меморандум о сотрудничестве между МЧС Абхазии и Министерством здравоохранения Российской Федерации. Абхазский медицинский форум – это новый этап в развитии абхазо-российских взаимоотношений в сфере науки и медицины. Лаура Капш, Заур Гварча, Абхазское телевидение. Президент Аслан Бжаня встретился с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, который прибыл в республику для участия в медицинском форуме. Обсуждались вопросы сотрудничества в области медицины. Репортаж Али Китрапш. Открывая встречу, президент Аслан Бжаня выразил благодарность министру здравоохранения России Михаилу Мурашко за помощь в период пандемии коронавируса, отметив, что системы здравоохранения Абхазии и России очень интегрированы, и медицинский форум имеет важное значение. Друзья познаются в беде. Этот постулат, он общеизвестен. И неоднократно мы своими взаимоотношениями подтверждаем и подтверждали справедливость этого подхода. Все врачи, которые работают в Абхазии, получили образование в учебных заведениях Российской Федерации. Мы можем говорить о том, что наши системы здравоохранения очень интегрированы. И вот форум, на который вы приехали, конечно же, в плане взаимодействия, в плане повышения профессионального уровня, обеспечения всем необходимым здравоохранения нашей республики, наше население,
имеет огромное значение. Вы своим личным присутствием подняли авторитет этого форума, и мы постараемся сделать так, чтобы эта традиция, которая заложена была в прошлом году, в обязательном порядке продолжилась и в будущем. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в свою очередь сказал, что врачебная помощь друзьям, братьям из Абхазии превыше каких-либо условностей и рисков. Мурашко также отметил, что ежегодно Россия выделяет более 45 миллионов рублей на реализацию соглашения с Абхазией об обеспечении лекарственными препаратами граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в республике. Продолжается оказание медицинской помощи. В 2023 году в общей сложности более 7,5 тысяч граждан Абхазии получили медицинскую помощь, включая 104 человека высокотехнологичную дорогостоящую помощь получили в клиниках Российской Федерации. Ну и ключевая, конечно же, история – это вопрос подготовки специалистов, потому что именно грамотные, квалифицированные специалисты являются основой здравоохранения любой страны. Сегодня в российских вузах подготовку проходят 144 гражданина Абхазии. Фактически мы сегодня выпускаем по сравнению с допандемийным периодом в 2 раза больше выпускников. Мне кажется, нам нужно еще посмотреть вопросы взаимодействия по среднему медицинскому образованию, потому что подготовка среднего медицинского персонала – это важный элемент в целом работы медицинских организаций по новым подходам, использованию уже клинических рекомендаций современных. Ну и мы имеем договоренности сегодня по послевузовской подготовке специалистов. Это очень важно, находиться в тренде современных знаний, современных технологий, поэтому мы безвозмездно готовы помогать по обучению послевузовскому специалистов, отрабатывая технологии, методы лечения для того, чтобы эта помощь была качественной. За значительный вклад в развитие здравоохранения, заслуги в охране здоровья населения, организацию оказания эффективной и качественной медицинской помощи гражданам Республики Абхазия президент Аслан Мжани наградил министра здравоохранения России Михаила Мурашко орденом Ахтзапша 2-й степени. Далее состоялся пресс-подход. Взаимодействие по линии здравоохранения у нас никогда не прекращалось. Особенно после признания независимости Абхазии Российской Федерации. В этом плане сделано огромное количество важных дел. Практически все учреждения здравоохранения восстановлены, отремонтированы. Это все при поддержке Российской Федерации. По разным направлениям работают программы повышения квалификации, лекарственное обеспечение. И ярчайшим примером нашего эффективного взаимодействия является период пандемии, когда мы столкнулись с этой не очень понятной для нас проблемой. Взаимодействие было налажено на очень высоком уровне. Постоянно вахтовым методом на территории Абхазии работали врачи из Российской Федерации, вы это помните. Дважды развертывался госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. И если подвести итоги этой работы, если посмотреть на такие важные цифры, как количество заболевших, количество умерших, процент летальности, в Абхазии картина значительно лучше, чем во многих государствах и даже, может быть, в некоторых субъектах Российской Федерации. Все это благодаря самоотверженному труду наших врачей, выпускников российских вузов и вашей поддержки, за что мы никогда не устанем говорить вам слова благодарности. И в дальнейшем будет так, будет еще лучше. Поэтому министр здесь, проблемы есть, конечно же, мы их будем решать поэтапно, потому что здоровье нации, как и в Абхазии, как и в Российской Федерации, это приоритет номер 1. Мы сегодня уже имеем ряд программ, по которым совместно ведем оказание медицинской помощи, так и в том числе программы по лекарственному обеспечению, по подготовке кадров. Но сегодняшняя встреча в рамках форума, я думаю, что как раз даст новый толчок в развитии. Нам необходимо после пандемии сделать определенные выводы по повышению устойчивости системы здравоохранения, по доступности первичной медико-санитарной помощи. Поэтому все это является предметом наших переговоров и участия специалистов, в том числе присутствуют ведущие специалисты в области инфекционных заболеваний сегодня, которые позволят в том числе и выработать ряд мер по сдерживанию развития инфекционных болезней.
ну и, конечно же, по оказанию медицинской помощи. Но и ключевым сегодня таким одним из событий – это подписание меморандума с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Уровень готовности должен быть высокий, и, соответственно, при необходимости силы и средства должны привлекаться. Поэтому для нас это сегодня тоже такое знаковое событие. И я очень признателен президенту Абхазии, поскольку его внимание именно и его задачи по развитию здравоохранения являются ключевыми для того, чтобы наше сотрудничество состоялось успешно. Альга Трапшрамукамки, Абхазское телевидение. Для участия в медицинском форуме в республику приехали многочисленные гости из России, Южной Осетии, Приднестровья. Аслан Бжаня также встретился с министрами здравоохранения Южной Осетии и Приднестровья Томасом Джикаевым и Кристиной Албул. Абхазский медицинский форум проводится в столице нашей республики во второй раз. В рамках масштабного международного мероприятия на Черноморское побережье приезжают не только представители медицинского сообщества и эксперты, но и государственные деятели дружественных стран. Так, Аслан Бжаня принял министра здравоохранения Южной Осетии Томаса Джикаева. Во встрече также приняли участие руководитель администрации президента Абисалом Кварча и заместитель министра здравоохранения Абхазии Саида Делба. Глава государства тепло поприветствовал гостя и отметил, что абхазские и осетинские народы связывают особые братские отношения. Решение проблем здравоохранения, проблем, связанных со здоровьем нации, приоритетом номер один. И когда врачи, специалисты, ученые, эксперты собираются вместе, проводят определенные дискуссии, обмениваются опытом, это приводит к необходимым и правильным результатам. В конечном итоге это работает на то, что нация становится здоровее, так скажем. Поэтому спасибо вам, что вы сегодня здесь. У нас особые взаимоотношения по всем аспектам, не только по линии здравоохранения. Вы для нас родные и близкие люди. Томас Джикаев, в свою очередь, поблагодарил президента за теплый прием и подчеркнул важность развития отношений между республиками во всех сферах. В особенности, как отметил министр, необходимо наладить более тесное взаимодействие между молодежью, которая должна продолжить традицию близкого, братского общения. Вы правильно заметили, что нас объединяет очень многое, и это тоже просто так не проходит и не пройдет никогда. Наша задача, чтобы не только мы, а еще и наша молодежь общалась друг с другом. Форум даст нам понимание, как взаимодействовать друг с другом. Надо, чтобы наши молодые приезжали друг к другу, общались. И также это братство, эта любовь друг к другу, она шла из поколения в поколение. Далее Аслан Бжаня принял министра здравоохранения Приднестровья Кристину Албул. Глава государства подчеркнул, что присутствие на форуме делегаций из Приднестровской республики является ярким свидетельством развития отношений между странами. Наши народы дружат давно, испытывают примерно одинаковые проблемы, преодолевают их совместными усилиями. И, конечно же, ваше участие в работе форума придает для нас и дополнительный импульс, и еще раз является свидетельством тому, что мы дружим, поддерживаем теплые отношения и намерены дружить дальше и решать совместно проблемы. Мы в этом плане поступательно движемся вперед. Мы стараемся при поддержке Российской Федерации больше внимания уделять медицинскому сообществу, потому как это люди, которые совершают каждый день героические поступки. Кристина Албул отметила, что республики на протяжении более 30 лет связывают дружеские, теплые отношения, которые непременно должны развиваться и дальше. Действительно, наши государства на протяжении более 30 лет связывают дружеские отношения и налажено взаимодействие во многих областях. И я надеюсь, что сегодняшний и завтрашний день в рамках медицинского форума позволит нам наладить взаимоотношения в области медицины, в области развития системы здравоохранения. И мы сможем сотрудничать. В завершение встречи Аслан Бжаня выразил надежду на плодотворное сотрудничество в рамках медицинского форума. Рада Чачава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.
Министры здравоохранения Абхазии и России Эдуард Будба и Михаил Мурашко посетили республиканскую больницу в Сухуми. Они пообщались с коллегами-врачами, осмотрели отделения медучреждений и обсудили дальнейшие планы на сотрудничество. Репортаж Гугуцы Вардания. Десятки специалистов, врачей по разным направлениям из ведущих российских медучреждений проводят приемы пациентов в Сухумской республиканской больнице в рамках второго медицинского форума. Это профессора кафедры общей и хирургической стоматологии, специалисты-академики, кандидаты медицинских наук в области травматологии, ортопедии, а также мануальные терапевты, нейрохирурги, акушеры, гинекологи, реабилитологи и другие врачи. Все это стало возможным благодаря активному сотрудничеству Минздравов Абхазии и России. Главы министерств здравоохранения двух государств Эдуард Будба и Михаил Мурашко пообщались с пациентами и врачами республиканской больницы, посетили кабинеты, в которых российскими медиками проводились приемы и консультации. Слева у нас мы планируем ему уже сделать воздушное ветряное шунтирование, так как у него окклюзия воздушная, общевоздушная и наружно-воздушная. Это выглядит тоже атеросклеротическая. Ну еще курит. Ну, вы знаете, что честно. Не знаю. Не знаю. Честно вам скажу. Не надо честно, бросай курить. Ну что, ходишь лечиться? Чуть-чуть. Спасибо. Обещаешь бросить? Обещаю. Министр здравоохранения Российской Федерации. У него до подколенной артерии, здесь у нас отек выраженный заболевание. А так у него более покой полностью регрессирует. Мы уже проверяли. Доктор есть? Да. В этом кабинете сегодня ведет прием российский торакальный хирург Владимир Паршин, специалист в области трансплантологии, регенеративной медицины и эндохирургии, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Доктор отмечает, что в республике необходимо развивать торакальную хирургию, точнее хирургию органов грудной клетки. Нам есть над чем работать, есть чем помогать республике. Я имею в виду области торакальной хирургии, потому что она достаточно специфична, высокотехнологично, требует таких мультидисциплинарных решений, потому что один торакальный хирург, он вряд ли сделает, так сказать, решит этот вопрос, эту проблему. Необходима команда. Команда заключается в нескольких специалистах. Это и анестезиология, реаниматология. Очень важно, потому что органы дыхания относятся к жизненно важным органам. Да? Сердечно-легочная реанимация, даже есть такой термин. Поэтому, конечно же, подготовка в этом плане должна быть, кроме хирургов, должна быть подготовленная команда, которая могла бы это сделать. Осмотры и консультации российские специалисты ввели в поликлиническом отделении больницы. Списки пациентов были представлены местными врачами. Врачи местные, зная своих пациентов, хронические, у кого заболевания и длительно находятся под наблюдением, собрали пациентов, которые нуждались в дополнительном обследовании и осмотре. В ходе посещения республиканской больницы Эдуард Будба и Михаил Мурашко осмотрели отделение сосудистой хирургии, кабинеты рентгенографии, палату интенсивной терапии в отделении кардиологии, которая заработала в прошлом году. По словам Эдуарда Будба, в нашей стране наблюдается рост кардиологических больных. Особенно тенденция получила развитие в постковидный период, поэтому назрела необходимость открытия палаты интенсивной терапии, специального отделения больницы, где пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают мониторинг, диагностику, лечение и наблюдение медицинского персонала круглосуточно. Было приобретено оборудование и лекарства. Кардиологическая служба республиканской больницы, она уже находится на довольно высоком уровне. Коллеги проводят тромболизис. Однако отделение кардиологии требует еще большего развития. В больнице необходим дорогостоящий аппарат-ангиограф для диагностики сосудов сердца, коронарографии. Также здесь не проводят стентирование. Для этих процедур, по словам абхазских медиков, из Абхазии в Россию отправляют от 300 до 350 человек в год, в то время как в лечении важна каждая минута. Эдуард Будба и Михаил Мурашко посетили операционные блоки, процедурные кабинеты, отделения эндоскопической и мини-инвазивной терапии и другие. А гистероскопию и лапароскопию в большой операционной.
в операционном блоке. Фиброгастроскопия здесь еще. Да. Колоноскопия. Колоно- и гастроскопия. Здесь же, Да. Глава Минздрава России Михаил Мурашко подчеркнул хорошие санитарные условия в медучреждении, а также отметил работу коллег и добавил, что есть необходимость развивать педиатрию и другие медицинские направления. Есть проблемы, которые нам необходимо решать, но в частности по детскому здравоохранению, по ряду вопросов хирургии. Часть вопросов касается, конечно же, и кадрового обеспечения в период наплыва туристов. Мы это ежегодно ставим в приоритет и направляем сюда специалистов. Вопросы эвакуации, поэтому сейчас мы на месте осмотрели все условия оказания медицинской помощи, обсудили ряд проблем. Ну и вот дальше будем делать определенную дорожную карту по реализации тех задач, которые необходимо решить для обеспечения качества, безопасности и доступности медицинской помощи. В этот период летний, также в период подъема потока туристического, также направим сюда специалистов для оказания медицинской помощи, потому что важно, чтобы система справлялась с таким количеством граждан, но и своевременно реагировала, в том числе по детскому населению, по детским специалистам в области педиатрии. На базе республиканской больницы уже в этом году в рамках инвестиционной программы планируется начало строительства детской больницы. В медучреждении будет 3 этажа и 65 койко-мест. Гугуца Вардания, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. К другим новостям. С 29 апреля по 17 мая включительно будут приниматься заявки от лиц, желающих принять участие в государственной программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Из бюджета страны на данную программу в этом году выделено 100 миллионов рублей. В рамках лимита предполагается финансирование проектов в различных сферах деятельности. Ремесленничество и народный промысел – 15 миллионов рублей, промышленность и услуги – 30 миллионов рублей, общественное питание – 20 миллионов рублей, туризм – 35 миллионов рублей. Принять участие в программе могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Абхазии. Прием заявок осуществляется в инвестиционном агентстве. Подробности на сайте Министерства экономики. В Музее боевой славы имени Владислава Ардзинба состоялся брейн-ринг между студентами Московского государственного института культуры и Абхазского государственного университета. Мероприятие прошло в рамках международной программы «Миссия Добро», официальное открытие, которое состоится в Доме Москвы в Сухуми 23 апреля. Искусство и литература, вопросы про Абхазию и Россию. Игра получилась интересной и жаркой. В этом убедилась Ульяна Рожкова. В такой солнечный и прекрасный день в здании Музея боевой славы проходит брейн-ринг между студентами АГУ и МГИК. Студенты соревнуются на такие темы, как искусство и литература. Мероприятие прошло в рамках международного гуманитарного проекта «Миссия Добро», реализуемого представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Московским государственным институтом культуры. Его цель – укрепление абхазо-российской связи в области культуры и образования. «Миссия Добро» охватит все районы нашей страны. Как вы знаете, Россотрудничество проводит уже 3-й год на территории Республики Абхазия эту программу. Если первые 2 года мы проводили их в основном совместно с Министерством здравоохранения, и они были направлены на работу с детишками с ограниченными возможностями, и в основном это ребята, у которых были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то в этом году мы решили программу расширить и пригласить уже сюда, ну вот если в прошлом году у нас было по 2-3 волонтера, в этом году мы заключили соглашение с Московским государственным институтом культуры на проведение вот такой программы «Миссия Добро». И мы сюда пригласили уже 30 волонтеров. Это ребята, студенты Московского государственного института культуры и 8 преподавателей, которые приехали в Абхазию на работу в течение 2 недель. 38 представителей разных творческих факультетов российского вуза, хореографы, певцы, организаторы мероприятий и журналисты на протяжении 12 дней будут давать мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре, а также работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Обмен культурами и знаниями очень важен для студентов всех стран.
В программе у нас образовательные блоки, которые включают непосредственно мастер-классы. Вот я веду образовательный блок, который называется «Стартап в сфере культуры и искусства», портфель креативных идей для старшеклассников. И мы будем в такой игровой форме рассказывать о тех новых образовательных программах, которые есть, когда человек может реализовать свою идею, не вложив в это ни копеечки своих средств, и получить тот продукт, который будет востребован и для себя лично, но и для общества. Еще в начале соревнования жюри сообщило, что эта игра – товарищеская встреча, и здесь не будет победителей и проигравших. Атмосфера в интеллектуальной игре царила дружеская и позитивная. На решение каждого вопроса студентам давалось по 7 секунд. Несмотря на то, что в этой игре за правильные ответы не давались баллы, участники проявили активность и вовлеченность в процесс. Ульяна Рожкова, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. В Сухуме обнаружены очаги заражения самшита опасным насекомым-вредителем огневкой. Специалисты столичных служб Департамента ЖКХ и Управления городским хозяйством проводят химическую обработку растений. Подробности в материале пресс-службы администрации. Ранняя теплая погода в республике способствовала тому, что и вредители растений появились раньше, сказала замначальника Департамента ЖКХ администрации Сухума Елена Отепина. 15 апреля, получив сообщение от экологов об обнаружении огневки на самшитах, экстренно провели заседание рабочей группы в Госкомитете по экологии и охране природы. И уже на следующий день, 16 апреля, столичные службы приступили к обработке растений. Много лет у нас не было в городе, появилась огневка, которая может уничтожить наши красивые самшиты. У нас критическое положение, это у администрации президента и кабинета министров. Почему-то там вот такой прям большой очаг. Поэтому мы обработали. Через 10 дней повторное будет, потому что и там уже стадия гусениц, которые, понимаете, не так, может быть, лекарство где-то недостаточно попало, но уже отложили яйца. Поэтому вторым препаратом, такой есть препарат матч, будем вторым препаратом через 10 дней обрабатывать сплошной обработку, чтобы пропитать все это и сохранить нам. На сегодняшний день рабочие управления городским хозяйством администрации Сухума ведут профилактическую обработку кустов самшита в парке Славы, хотя там и не обнаружена огневка. Затем на очереди сквер Госкомитета по репатриации и набережная. Елена Отепина обратилась к жителям частных домов и владельцам гостиниц и других объектов, которые высадили на прилегающей территории самшит, провести химическую обработку, чтобы не допустить распространения вредителей и не потерять декоративные растения. Хотелось бы обратиться и к частным домовладениям, и к юрлицам, юридическим лицам, которые гостиницы имеют, ну и другие объекты, где украшают, чтобы тоже серьезно отнеслись к этому и обязательно тоже провели какие-то химические обработки. Если мы сделаем в одном месте, но не сделаем в другом, то это, естественно, может повлиять на состояние всего зеленого фонда города. В парках Сухума проводится обработка инсектицидами и лавра благородного. На нем обнаружен вредитель японская восковая ложнощитовка. Карантинная служба тоже выявила вредителя, но лавр, он у нас более, такой долговечный, более выносливый, но тем не менее мы обрабатываем сейчас и его тоже, потому что у нас, если заметили, в парках очень много есть красивых кустов, шарообразных. Это все лавр благородный, как в нашем простонародье лаврушка. Но она очень красивая, декоративная, происхождение страна Япония. С 25 апреля в Сухуме приступают к лечению пальм. По словам замначальника Департамента ЖКХ, учитывая прошлогодний опыт, лечение пальм дает большой положительный эффект. Если в самом начале, когда только выявили вредитель, погибли 18 пальм, то сейчас уже благодаря проведенным профилактическим мероприятиям удается сохранить жизнь растений, ни одной погибшей пальмы. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. 27 апреля на Краснодарском ипподроме открывается скаковой сезон 2024 года. Первые скачки сезона посвящаются памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Призовой фонд соревнований обеспечил президент Абхазии Аслан Бжаня. На скачки из Абхазии направляется делегация во главе с советником президента по спорту Ахрой Ашуба. А сейчас прогноз погоды.
По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 23 апреля, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем плюс 18-23. Температура морской воды плюс 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.